Сколько лет острову Свияжскому, кстати? Ну, острову Свияжскому лет много миллионов, но в качестве населенного пункта он осознается, наверное, примерно 3-4 тысячи лет назад, когда там появляются первые племена, которые ловили рыбу в окрестностях. Об этом свидетельствуют находки каменных орудий, которые у нас и на острове. Они тоже представлены в музее. Да, и в окрестностях Свияжска. Ну а масштабное заселение – это уже середина 16 столетия. Здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И по традиции у нас на кухне очень интересный гость. Встречаем директор Государственного музея-заповедника острова Град-Свияжск Артем Силкин. Артем, здравствуйте! Добрый день, Руслан. Вот на чьих плечах и держится вот этот могучий заповедник, одно из прекраснейших культурных мест нашей республики. Я просто сам там недавно был, вот буквально на Масленицу с друзьями ездили, но очень красиво. Друзья, кто еще не был, обязательно приезжайте. Ну а мы в нашей программе сегодня расскажем, что же интересного вас там ждет. Артем Силкин, директор Государственного музея-заповедника «Остров Град-Свияжск». Родился в Казани, закончил физико-математический лицей номер 131. Высшее образование получил в Казанском государственном университете по специальностям биохимия, юриспруденция и маркетинг. Работал на госслужбе. Был куратором знаменитой Казанской галереи современного искусства «Аврора». С 2002 года глава Свияжского сельского поселения. С 2011 года директор музея-заповедника «Остров Град-Свияжск». Я хотел вам подарить небольшую сказку, чтобы вам интереснее было в следующий раз посещать наш замечательный остров, который основан частично на реальных событиях. Не читайте ее на ночь, потому что это страшная история, но там есть, тем не менее, хэппи-энд, и все закончится счастливо. Ну, друзья, название тоже, конечно, интересное, но автор Артем Силкин. Но, как говорится, на голодный желудок не почитаешь, поэтому рассказывайте, что будем готовить. Вы знаете, я думаю, что сегодня есть смысл приготовить символ нашей татарской кулинарии – треугольник. Пуш-пуш-маки. Да, краеугольный камень, можно сказать, краеугольный пирожок всей татарской кулинарии – знаменитый шпушмак. Ну, сейчас мы вам расскажем традиционные ингредиенты для треугольников. Конечно же, это картошка, лук, тесто и мясо. Ну, я хотел бы поправить вас, во-первых, потому что картошка, она, в общем-то, не является, безусловно, традиционным ингредиентом для треугольников и вообще для татарской или для русской кухни старинной. Потому что все мы знаем, что картофель появился в Казанской губернии только в 19 столетии, а треугольники, конечно, уходят своими корнями в более далекое прошлое. Но как-то вот она настолько пришлась ко двору, что сейчас мы чаще всего, конечно, используем картошку. Хотя раньше использовали и тыкву, и полбу, и репу, и другие и каши, и овощи. Я предлагаю, чтобы вы сейчас занялись мясом. Я хотел пару слов сказать о мясе, Руслан, тоже. Мы сегодня будем готовить из говядины, но я предпочитаю работать с бараниной больше, потому что у говядины, на мой взгляд, немного простоватый такой вкус, а баранина, она вот такую необходимую пикантность придает блюду. Вы все-таки как настоящий ценитель татарской кухни сейчас говорите. Ну, я уж не говорю о гусе. Я вас попрошу сейчас на небольшие кубики нарезать мясо. Хорошо. Принципиально важным является то, чтобы картошка была примерно такими же кубиками нарезана, а вот лучок я люблю помельче. У лука у него такая вот оттеняющая какая-то роль, и поэтому лучше его помельче порезать. У вас нет кулинарного образования? Я перейду, конечно, плане там придумал. Больно красиво вы говорите. Я кулинар-любитель, и я решил сегодня сделать пресное тесто. На самом деле, вот есть одна большая тайна вообще в кулинарной науке для меня. Это как раз-таки тайна теста. Тесто – это для меня какой-то волшебный продукт, и поэтому с тестом я как-то экспериментирую. Иногда готовлю дрожжевое тесто или пресное тесто, потому что так же, как и разное мясо, так и разное тесто, оно дает особый оттенок. Но это редкость, когда вот мужчина так разбирается в тесте, очень редко. Мне кажется, это хорошо, когда люди готовят и совместно едят всякие вкусности. Да, кстати, это обязательное правило – съесть все, что мы приготовили. Можно маслице мне передать? Так, масло у нас растопилось. Да, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Ну, как двое мужчин готовят все культурно, смело, с уважением. Так. Артем, ну, мне кажется, давайте мы перейдем все-таки к тому самому интересному для меня сегодня в разговоре моменту, как вы оказались на этом чудо-острове Свияжск. Ну, впервые на чудо-острове Свияжск я оказался в своем школьном детстве еще. Меня туда привез мой отец, который хотел показать мне
Татарстан, города Татарстана. Но на тот момент, конечно, вы тоже, я думаю, бывали в том раннем Свияжске. Вот я в 12 лет был в Свияжске, 94-й год, кстати. Свияжск выглядел достаточно грустно, скажем так, потому что жизнь там была тяжелая, всякие учреждения там размещались тоже достаточно сложные. Но, тем не менее, я потом работал и в Москве, и в Казани, меня как-то тянуло постоянно в Свияжск. И поэтому, когда представилась возможность поработать в Свияжске, это был, сейчас не вспомню точно, то ли 2007, то ли 2008 год. Но на тот момент это было достаточно грустное тоже зрелище на самом деле. Работы, по сути дела, не было. Дамба еще тогда не была достроена. Можно растительного маслица вас попросить? Давайте, сколько скажите? Так, ну, я на глаз я всегда готовлю на глаз, на самом деле. То есть есть вот люди, которые придерживаются строго каких-то рецептов, но я считаю, что это все от лукавого, и тут все на глаз вполне все чудесно получается. Ну, то есть тогда восстановления всех архитектурных зданий, естественно, не было никак. Ну, велась архитектурная реставрация, она велась с 50-х годов, и даже 20-е годы были попытки отдельной реставрации, принимались, но такой вот комплексной реставрации, ее, конечно, масштабной не было, безусловно. Фактически вот с 2008 по 2010 год там небольшие проводились работы такого поддерживающего, скажем, характера, поддерживающей памяти архитектуры, но масштабного, конечно, безусловно, ничего не было. Вот. И, собственно, я, так сказать, заслужив доверие, надеюсь, местных жителей, был избран сначала местным депутатом Свияжского сельского поселения, а впоследствии меня граждане избрали главой Свияжского сельского поселения. Ну, я снял там домик деревенский, посадил помидоры. Там, кстати, вот земля какая замечательная. Ох, помидоры какие, ум отъешь, серьезно. Вот, мне все местные жители, причем по весне, дарили просто рассаду. Вот. Ну, видит, председатель молодой пропадает. Значит, кто там, значит, перчик принесет рассады, кто принесет, значит, помидорчики, кто еще что-то. Ну, и так вот я спасался, в общем, добротой такой людской, да. Потом познакомился вот с тетей Таней, которая коз держала. И там уже, ну, и все уже, жизнь. И молоко. Потом познакомился с рыбаками. Да, и рыба вроде, и слава богу, все как-то стало получаться. Так, Руслан, у меня тесто практически готово. У меня мясо полностью готово уже. Отлично, я попрошу доску. Так. Большую доску. Спасибо. Пожалуйста. Доска есть. Все, отлично. Немножко ее присыпем мукой. Дальше у меня остается картошка и лук. Отлично. Так, сейчас я переложу, значит, заканчиваю мясо. Артем, продолжаем? Да, ну, и вот я работал в Свияжске, сажал помидоры, никого не трогал. Да, никого не трогал. Там по мере сил как-то способствовал развитию свияжского поселения. Вот. Но тут достаточно, в общем, для меня неожиданно возникла идея такого очень масштабного возрождения острова града Свияжск. Был создан музей-заповедник, и меня пригласил тогдашний министр культуры Зиля Архимьяновна и предложила возглавить этот музей-заповедник, потому что она меня знала по предыдущей одной из моих предыдущих. Ну, это даже не работа, а увлечение скорее. Это галерея «Аврора». Мы устраивали различные выставки, концерты, театральные постановки, работали со всеми музеями. Но галерея такая переходящая была, то есть у нее основного места не было. Да, не было. Это такой, скорее, продюсерский центр, наверное, если так современным языком говорить. Я, честно говоря, не сразу согласился, потому что ну, как-то вот мне председателем вполне нравилось работать. Все устраивало. Да, все устраивало. Но, тем не менее, потом, взвесив все... Согласились. Артем, а вот жители острова, как они на это отреагировали? Все-таки ведь масштабная стройка там была. Можно сказать, перестройка острова. Ну, безусловно, да, вы правы, потому что, конечно, столько было обещаний за предыдущие годы, что поначалу у людей, конечно, было неверие определенное того, что вот, возможно это сдвинуть с мертвой точки. Ножичек можно вас попросить еще? Спасибо. Но переломной такой точкой, наверное, послужило то, что Минтер Шарипович, который возглавил вот эти все восстановительные процессы, он
лично стал достаточно часто приезжать на остров и вот в таком ручном режиме снимать какие-то острые вопросы, которые были у населения. То есть можно сказать, что он напрямую вел переговоры вот с местными жителями? Да, и это был для меня, кстати, тоже удивительный совершенно опыт. Вот Митяй Шарипович, он показал как раз мне, что власть, она может быть такой человечной, да, народной, абсолютно не удаленный какой-то, не человек, там, который во дворце сидит, там, командует откуда-то, а именно общается с народом, какие-то вопросы решает совершенно такие житейские даже, и совершенно не гнушается решением этих вопросов. Это было для меня, ну, такой хорошей, на самом деле, школой. Так, ну а сейчас мы немножко отвлечемся от Свияжска и проверим, как же у нас идет процесс приготовления треугольников. Здесь мелко нарезанное мясо, картошечка пока в процессе. Да. Что у вас с тестом, рассказывайте. Ну, тесто, оно как следует промято, потому что важно, чтобы оно было эластичным, однородным. Я его вот разделил на такие. То есть это уже заготовочки для треугольника? Да. И не сделал небольшие кружочки, тоже я их проминаю обычно отдельно, чтобы ровно тесто раскаталось. И, в общем, все готово, я жду вас. Ну, а мы прямо сейчас буквально на секунду передохнем и после небольшой паузы продолжим готовить ощпышмаки. В эфире вновь программа «Секреты татарской кухни». Готовим мы сегодня настоящие татарские треугольники. И в гостях у нас сегодня директор Государственного музея-заповедника острова Град-Свияжск Артем Силкин. Артем, еще раз спасибо, что пожаловали к нам. Готовим треугольники. Еще раз напоминаю, все по стандартному классическому рецепту, но с харизмой. Здесь мясо у нас, мясо говядины я порезал, картошечку, осталось мне порезать лук и соль, перец, начинка готова. Ну и с тестом, как всегда, непросто, но у нас уже финальный момент, мы сейчас будем раскатывать. Да, попрошу скалочку. Да, вот эти маленькие кусочки, из которых и будут формироваться наши треугольники. Совершенно верно. Так. Процесс очень легкий, интересный, веселый. Ну, тут важна очень близкая к идеальной форма круга, потому что геометрия, она такая наука точная же, да, я все-таки в физмат-школе даже имел удовольствие обучаться нашей, поэтому если круг ровный, то из него и треугольник потом хороший получится. Грандиозная реконструкция прошла. Сколько было отреставрировано объектов? Можете сказать цифру? Ну, всего в Свияжске зарегистрировано на сегодняшний день официально более 40 объектов культурного наследия. Но, представляете, для территории размером всего километр на 800 метров это довольно много. Это 2 больших монастырских комплекса, гражданской архитектуры, постройки, сама планировка Свияжска, которая сохранилась с достаточно древнего времени, плюс к этому археологический слой свияжский, да, который из себя представляет самостоятельный такой совершенно тоже интереснейший объект. Мы начали строить музей деревянной археологии в Свияжске. Это будет совершенно уникальный музей. В России аналогов вот когда планируется открытие? Нет. Ну, открытие планируется, я думаю, что ближе где-то к 2018 году, потому что, еще раз повторюсь, это объект уникальный с технической точки зрения, вот, очень интересный. Ну, один из уважаемых наших коллег, господин Беляев из Москвы, археолог, он сказал, что вот в России многие говорят, что вот, ну, надо вот сделать такой музей. В Татарстане впервые такой музей создается уже. Так, лук у меня готов. Отлично. Добавляем. Ну, давайте поговорим про музей. Когда он образовался? Формально музей был создан в 2009 году, но он был создан в виде постановления нашего правительства. Соли и перчику чуть-чуть, черного, не забудьте. Была составлена концепция музеификации Свияжска, разработаны эскизы, и уже к тому моменту, когда, собственно, здание вот, Музея истории Свияжска, это первый наш музей, который был открыт, было отреставрировано, мы начали создавать постоянную экспозицию музея, которая сейчас уже практически завершена. И те люди, которые посещают наш музей, они могут изучить историю Свияжска, начиная с самого древнего времени до наших дней. Сколько лет острову Свияжскому, кстати? Ну, острову Свияжску лет много миллионов. Но в качестве населенного пункта он осознается, наверное, примерно 3-4 тысячи лет назад, когда там появляются первые племена, которые ловили рыбу в окрестностях. Об этом свидетельствуют находки каменных орудий, которые у нас и на острове. Они тоже представлены в музее. Да, и в окрестностях Свияжска. Ну а масштабное заселение – это уже середина 16 столетия. От этого времени очень много находок, в том числе Троицкая деревянная церковь. Это самый древний деревянный храм в Среднем Поволжье, сохранившийся. И вторая жемчужина Свияжска – это, конечно же, Успенский собор мужского Успенского монастыря с его знаменитыми фресками, которые привлекали внимание
ученых еще в 19 столетии. Сейчас мы по-новому осмысливаем уже вот это наше наследие. Проводится большая научно-исследовательская работа, связанная как с собором, как архитектурным объектом, так и с росписями. Больше 1100 квадратных метров фресок 16 столетия. Такого вы больше нигде не увидите. Ну и сейчас, дорогие телезрители, самый интересный момент. Как же формируются треугольники для тех, кто этого давно не делал? Внимание, прошу. Сколько начинки? Все, давайте у нас, как говорится, все в ваших руках. Ну, достаточное количество начинки надо класть. Кстати, хозяйки, обратите внимание, чем отличается начинка мужская от той, которую, например, делает хозяйка-девушка. Посмотрите, сколько мяса. У некоторых, понимаете, все белое и маленькие кусочки мяса. Не, ну на самом деле, когда совсем мало картошки, треугольник, он тоже будет такой невкусный, на мой взгляд, потому что каждый из ингредиентов, он важен, вот как в семье и муж, и жена важны, да, и дети, чтобы бабушки и дедушки жили. В хорошем треугольнике тоже вот должны быть самые разные ингредиенты. Вот. И если не хватает какого-то одного из них, то будет плохо для треугольника в целом. Ну а в каждом музее-заповеднике, тем более, который находится на таком красивом острове, должны быть тайны. Вы согласны? Я согласен. Приходил как-то к нам один писатель, да, Зуфар Фатхутдинов, который написал как раз книгу про тайны острова Свияжск. Вы, надеюсь, ее прочитали? Ну, я не то, что ее прочитал. Эта книга, она была, если мне память не изменяет, издана в начале 80-х, да, где-то годов. И, в общем, все казанские мальчишки читали, я думаю, эту книжку. И в ней на обложке ведь изображен совершенно узнаваемый силуэт Свияжского монастыря. Я еще добавлю, что вот книжку написал мой преподаватель, которого я имел удовольствие учиться на юридическом факультете. Давайте, пользуясь случаем, передадим ему привет. Да, конечно. Зуфар Фатхутдинов, всему юридическому факультету большой привет. Хорошо, вот сейчас чем опутан такими тайнами остров Свияжск? А вы знаете, вот те тайны, как бы с изучением которых связана непосредственно музейная деятельность, они связаны, конечно, в основном вот с предметным таким миром, с находками археологов. Например, вот я могу рассказать об одной находке археологической. Был найден предмет такой. Сначала мы думали, что это печать от какого-то документа, изготовленный то ли из свинца, то ли там еще из чего-то. На нем изображен был трехмачтовый корабль, причем корабль такой 16 века, как бы галеон, совершенно очень искусно вырезанный. И поскольку текста никакого не было, все-таки на печать характерны тексты, мы свозили этот предмет в Москву, и выяснилось, что это боковая часть курительной трубки начала 18 столетия, причем трубки очень дорогой, которая в то время, вот, когда ее изготавливали, это был такой предмет роскоши, по сути дела. И как она попала в Свияжск, это вот очень интересно, конечно, да. Ну, может, какие-то корабли с пиратами, может быть? Ой, ну что вы прямо на мою любимую тему напали. Дело в том, что у нас в проекте «Музеификация» предполагается создание музея речного пиратства, а то мы все смотрим всякие западные Да, пираты Карибского моря, у нас пираты Татарского моря, Татарской Волги. Волги. У нас, в общем, тут события не менее интересные происходили. Вплоть до начала 19 века действительно на Волге существовала вот такая традиция речного пиратства. Сохранились в архивах документы, которые этому интересному явлению посвящены. Так что, видите, друзья, на самом деле о Свияжске можно говорить долго, интересно и не скучно. Ну и сейчас у нас финальный момент. Мы перекладываем готовые треугольники на противень, которые смазали растительным маслом. Совершенно верно. Знаете, я еще люблю вот немного мукой присыпать. Здесь же. Для надежности. Да, вот, чтобы вот видите, друзья. Чудо-остров и чудо-рецепт. Прям впервые это вижу, но мне кажется, это нам не помешает. Так, ну что, выкладываем, да? Да, выкладываем. И по просьбе нашего героя мы сейчас один желток немного взбиваем и покрываем им наши треугольники. И у меня есть вопрос, что же за удивительный шар находится посередине треугольника? Да, ну это вот такая тестяная пробочка. Ну, дело обычно это в Зурбялише только бывает. Вот вы знаете, я вот, по крайней мере, опять же, изучая историческую литературу, связанную с треугольниками, очень интересную обнаружил версию такую происхождения вообще треугольников, их широкого распространения среди татар и башкир. Якобы, значит, это вот я цитирую просто сейчас вот этот труд.
Якобы блюдо это пришло к нам из Монголии. И вот такие пирожки, у них начинка была там не мясная, как правило, а какая-то овощная. Их готовили, потом на солнышке подсушивали, брали с собой в далекие походы монгольские. И сверху была вот такая небольшая вот отверстица и пробочка. То есть ты брал легкие сушеные пирожки, а когда есть время для привала, ты туда заливаешь кипяточка, там вся начиночка расходится, и тесто тоже немножко, да? И вот такой как бы средневековый роллтон получается. Лапша, которую нужно быстрого было приготовления. заваривать, да. На самом деле она, конечно, давно уже изопретена, и приходится дальним таким бедным родственникам нашему шикарному татарскому ишпушмаку. Ну и после такого рассказа, на самом деле, у меня уже максимально проснулся аппетит, поэтому давайте скорее отправим их в духовку. Сколько по времени? Ну, я думаю, 40 минут мы подождем и посмотрим по готовности. Они должны подрумяниться. Я думаю, мы сразу поймем, что они готовы по прекрасному аромату, который наполнит нашу студию. Согласен, согласен. Ну а вы, дорогие телезрители, уже через мгновение увидите, как же мы пробуем настоящие татарские треугольники. Эчпачмак – треугольник. Для начинки мясо и картофель нарезали одинаковыми мелкими кубиками и смешали с мелко нашинкованным репчатым луком, перцем и солью. Замесили пресное тесто и разделили его на небольшие кусочки, которые раскатали в лепешке. На лепешке выложили приготовленную начинку, края теста соединили в форме треугольника и защипали. Центральное отверстие треугольника прикрыли шариком из теста. Выложили на противень и выпекали в духовке 45 минут. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые красивые и вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забывайте подписываться на наш новый канал на YouTube. А у нас все готово, вкусные татарские треугольники ждут нас. И прямо сейчас, Артем, выбирайте любой. Ну, давайте вот. Я так и знал, самый красивый. Хорошо, я возьму потолще. Посмотрите, какая у нас получилась такая вот корочка красивая. Кстати, вот настоящий татарский треугольник, мне кажется, вот должны быть вот такой формы. Разные. Да, ну, да. Вот, конечно. Немножко отличаются друг от друга, но все они, мне кажется, вкусные, без панахы. Подожду вашего резюме. Мое резюме будет кратким. Во! Вкусно, вот действительно по-домашнему вкусно. И то, что они такие маленькие, вот как бы 3 раза откусил и следующий. Сочность. Сочность присутствует. Правильное сочетание мяса, картошки. Артем, мы молодцы, на самом деле. Ура! Спасибо. Спасибо. Артем, от лица нашей программы, от тебя лично я благодарю, что вы нашли время и пришли к нам. Рассказали нам немного вместе с вами, действительно, мы рассказали нашим зрителям об этом чудесном явлении. Остров Град Свияжский. Надеюсь, мы увидимся еще не раз. Я надеюсь, что мы увидимся не раз. И хочу вас, в свою очередь, пригласить уже к нам в гости. Ну, Свияжск прекрасен, на самом деле, и зимой, и летом. Но с 1 мая у нас официальное открытие туристического сезона. Открываются новые музеи, новые экспозиции. Свияжск зацветет, и я вас приглашаю посетить и не один раз наш прекрасный остров. Дай бог, как татар говорит, Алла Берса. Может, и в этом году мы обязательно приедем на остров Свияжск, посмотрим на его красоты и что-нибудь вкусненькое вместе еще приготовим. Большое спасибо. Это была программа «Секреты татарской кухни». У нас, как всегда, весело, интересно. Самое главное, очень-очень вкусно.